Rasmga olinglar. O'zinglar uchun ertaga pulingizni bermasa, доказательно berish. Уголовное дело, административное дело, трудовое. Делал судей. То есть он доверенность мне выдал год назад и... Ну, выплатили в конце концов, да? Да, мировое соглашение. Трудовые отношения. Не гражданско-правовые, а трудовые. Гражданско-правовой договор, а на этой или предприятии тебе трудовой обычно нет денег. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Muhammad. Hozir mana savollaringizga ko'p mana nimada Telegramda yozyapsizlar. Трудовой договор, qanaqa qilsak bizni pedali qiymaydi, qanaqa ishlashimiz kerak. O'sha hamma narsalar uchun biz mana yurist taklif qildik. Ofisimizni bilasizlar. Qanaqa savollar bo'lsa kelib shu ofisda bersanglar bo'ladi. Konsultatsiya bizda besplatno, pul olmaydi sizlardan hech kim. Hozir mana akamiz aytib beradilar ruschasiga qanaqa qilib ishlash kerak. Руслан, добрый вечер. Добрый вечер. Руслан, скажите, пожалуйста, вот у нас много из граждан из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, они обращаются, вот они там на работу устраиваются по документам, ну, законы там где-то особо, ну, не учить, там не знаю. Вот. Получается что так, что им зарплату не платят. Вот. Что надо сделать, чтобы завтрашний день свою зарплату можно было там обжаловать куда-то, чтобы забрать свою зарплату, не оставлять там? Ну, вот я знаком с ситуацией, поэтому сразу скажу, что есть два вида оформления работ. Ну, то есть на ту же стройку пришли работать, и вам говорят, вот, стройте, там, я не знаю, работа такая-то. Ну, объект какой-то. Да, на объекте. Ты замечательно работаешь, ты считаешь, что ты работник. Ты потому что подчиняешься, тебе говорят, что делать. Такое. А если какой-то договор вам предоставляют, то подписали, и вроде ты официально там работаешь. Все вроде замечательно. Но на самом деле там часто бывает то, что пишут, что это гражданско-правовой договор. То есть тебя нанимают не как работника, а как предпринимателя. Что ты сам можешь еще кого-то нанять, главное, что ты сделаешь какой-то объем работы. Также делают и там, вот, на других предприятиях, не обязательно это стройка, на заводах или еще что-то. То есть тут основной момент, что если они вдруг будут должны, то должна быть фирма, которая заключила гражданско-правовой договор с ним. И тогда тебе, как человеку, предпринимателю, занимающемуся бизнесом с другой компанией, нужно проверить их платежеспособность. А вам даже паспорт не показывают, собственника, учредителя. Поэтому огромная рекомендация, если есть выбор между работой, ну то есть на этой стройке тебе говорят гражданско-правовой договор, а на этой или предприятии тебе трудовой договор подписывают. Если с тобой подписывают трудовой договор, то даже если компания банкрот, то заработная плата, задолженность по заработной плате выплачивается во вторую очередь. В первую очередь залоговые, вторую зарплата. И то есть все, что есть у них на банковских счетах, так или иначе достанется работнику. Да. И есть еще второе. Уголовная ответственность за невыплату заработной платы более 2 месяцев. Но это только в том случае, если у вас есть трудовой договор на руках, либо вы смогли через суд доказать то, что у вас трудовые отношения. Не гражданско-правовые, а трудовые. Но у мигрантов обычно нет денег, экономят даже на доверенностях. И судебный процесс не самый из легких по доказыванию трудовых отношений. Потому что последний раз мы больше года судились, в итоге миром решили, потому что те поняли, какие у них могут быть проблемы, а у нас не хватало сил. У меня один из мигрантов даже не знал, что у него дело в суде идет. То есть он доверенность мне выдал год назад и... Ну, выплатили в конце концов, да? Да, мировое соглашение подписали, они тут же расплатились деньгами, там небольшая сумма осталась, они расписку написали, что должны деньги. Я сейчас секунду переведу. Хамилтон Канаману, Узбек, Тоджикчасini ham aytishim mumkin. Короче, ishga borgan joyinglarda трудовой договор подписать qilsangiz, ertaga обжаловать qilib, pulinglarni olsanglar bo'ladi.
2 oydan ko'payib ketsa, sizga pul to'lamasa, 2 oydan ko'proq pul to'lamasa, bu уже уголовное дело bo'ladi. O'sha kompaniya, o'sha firma qaysi sizni ishga olgan. Tushundinglarmi? И смотрите, Руслан, если нету трудового договора, если нету, ну как вы сказали, гражданско-правового договора, можно ли свою заработную плату, которую вы договорились там, ну у нас в основном как, там, давай за 50 тысяч будешь работать в месяц, да, буду, вот что, пошел, иди работай. Очень Эти сложно. моменты тоже Очень. можно доказать? Доказать можно все, но сопоставима ли стоимость услуг по ведению судебного процесса и доказыванию? Даже если она бесплатная, но я предоставлял бесплатные услуги, соответственно, у меня зашло порядка 1,5 лет. И людям тоже нужно хотя бы несколько раз в суде появиться, хотя бы пояснения какие-то дать, потому что я сам не всю знаю информацию. Но доказать всегда можно. Но когда вы начинаете устраиваться, вы всегда сохраните объявление или хотя бы вот это сообщение, которое вам прислали, о том, какой вид работы, кто приглашает. Побольше задавайте вопросов о размере заработной платы, о том, кому будет подчиняться. Доказательства какие-то собрать. Да, конечно. И идеально пропуск с твоей фамилией на объект. Это в суде рассматривает суд беспристрастно, и ему одного доказательства может быть недостаточно. Ему нужна совокупность доказательств, чтобы судья поверил, что да, действительно так. Это даже не так, как сказать, чтобы судья поверил, а чтобы все судьи не хотят портить себе статистику, чтобы вышестоящая инстанция отменила. То есть доказательства должны быть не только пропуск, переписка и пропуск. Свидетельские показания. Приглашайте друзей. Если у вас есть друзья, которые работают в другом месте, то приглашайте их к себе в гости в плане того, что просто пусть встретят у вас один раз хотя бы возле работы, чтобы их потом можно было использовать как свидетелей. Да, секунду, я сейчас переведу. Qaranglar, sizlar ishga joylashyapsizlar biron joyga, dogovor yo'q, трудовой договор yo'q, просто ishga joylashdinglar. Значит, ishlayotgan joylarda propusк beradi-yu, propuskni ishdan ketayotganda qaytarib bermaysizlar, propusk sizlarda qoladi. И ishlayotgan joylarda video qilib olinglar, что sizlar bu yerda ishlayapsizlar. Chunki yerda число yoziladi, qaysi kun video bo'lgan. Mana nima deydi? Kompaniyaning nomini rasmga olib olinglar. O'zinglar uchun ertaga pulingizni bermasa, dokazat qilib berish uchun doказательство yig'ib olishingiz kerak, что siz erta ishlagansiz. На всякий случай. Har ehtimolga qarshi. Вот, Ruslan. Akalar, hamyurtlar, tojik, o'zbek, qirg'iz, srednye Aziya, shu Rossiyaga kirib ishlayotganlar, mana bizda bitta уголовное дело, административное дело, трудовой oyliklaringizni ololmayapsizlar. Mana bizda yuristlar, bесплатный konsultatsiya bесплатный. Kelib любой savolingizni bersangiz, javobingizni beradi. Pul olmaydi hech kim sizdan. Advokatlar bor, уголовный nima ish to'g'risida. Bizda bir nechta yurist, bir nechta advokat. Kelinglar, mana ofisimizni bilasizlar. Улица Bratslaviskiy, dom 6, Bratslaviskiy metroda. Kelib, mana savollaringizni berib, javob olib, xudo xolasa hammaga yordam berishga harakat qilamiz qonunning ichida. Hammaga rahmat.